Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня заседание Республиканского методического объединения учителей химии. Тема заседания – внедрение концепции модернизации, содержания и технологий преподавания предметной области, естественно-научные предметы химии. В повестке дня у нас 4 вопроса. Первый вопрос – приоритетные направления, методы преподавания, основные формы и виды учебной деятельности, средства материально-технического обеспечения предметной области химии. Выступает Майбур Наталья Анатольевна. Второй вопрос – предложение по модернизации содержания и технологии обучения в предметной области, естественно-научные предметы химия. Слово будет предоставлено Витязевой Оксане Валерьевне. Третий вопрос – дорожная карта по внедрению концепции учебных предметов химии на период до 2020 года. Выступающая Георгиева Татьяна Григорьевна. И четвертый вопрос из опыта работы, мастер-класс представит Пчелкина Галина Викторовна. Итак, первый вопрос. Приоритетные направления, методы преподавания, основные формы и виды учебной деятельности. Содержание образования представлено в федеральных государственных образовательных стандартах, примерных образовательных программах и разработанных на их основе школьных образовательных программах. В предметах русский язык и математика предметное содержание внесено в федеральные государственные образовательные стандарты в форме так называемых конкретизированных результатов. В настоящее время изменение внесений в ГОС предстоит по некоторым предметам, по химии в том числе. С начала 2017 года происходит профессиональное обсуждение концепции химического образования, предметного содержания по химии, которое войдет в ГОС, содержание контрольно-измерительных материалов, использующихся при проведении контрольной аттестации на МГ и ЕГЭ. Мы с вами немножечко уже не успеваем участвовать в обсуждении вот этой концепции, потому что она должна быть утверждена в ноябре 2017 года. Но на сегодняшний день пока она еще официально не подписана, но вот думаю, что до 2017 года она будет подписана. И мы сегодня с вами обсуждаем, естественно, и в основном знакомимся с этим документом. Что такого там для нас, как учителей химии, представлено. В концепции дано очень точное описание текущей ситуации преподавания предмета химии, роли и места предметной области, естественно-научные предметы химии в системе знаний школьников. Оно, любого учителя химии, если спросить, то вот как оно представлено в концепции, мы прям вот, да, кто читал, вот, прям наболевшие вопросы, все там прописаны очень четко, конкретно и ясно. В концепции приоритетным направлением преподавания предмета химии что представлено? Значит, первое направление – это формирование обучающихся основ общечеловеческой культуры, с учетом национальных и региональных особенностей и традиций, создание условий для их самоопределения в выборе будущей сферы профессиональной деятельности. Предусмотрена взаимосвязь и баланс образовательной, воспитательной и развивающей целей учебно-воспитательного процесса. Так, и усиление, третье направление уже получается, усиление межпредметной, прикладной, практической и экологической направленности. Технологии достижения поставленных целей обучения обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода, личностно-ориентированного и компетентностных подходов. Особое внимание следует обращать на организацию самостоятельной проектно-исследовательской деятельности обучающихся. В курсе химии эта деятельность может осуществляться как непосредственно с веществами и материалами, так и с виртуальными объектами в интернете в случае недоступности объектов изучения. Методические подходы, которые представлены в концепции, их 3. Это всесторонняя гуманизация процесса обучения, создание комфортных условий для обучающихся и отношение к интересам, желаниям и потребностям. Второй методический подход – это обеспечение переноса сложившихся интересов обучающихся на предмет изучения, чтобы придать процессу обучения творческий и результативный характер. Как установлено психологами, научение происходит в том случае, когда новые знания связаны с тем, что привлекает человека, доставляет ему радость или удовлетворение, что вызывает у ребенка положительные эмоции. Это означает необходимость включения знаний, уже полученных обучающихся из разных источников информации в контекст обучения химии. И третий методический подход – это использование методических приемов, реализуемых в рамках базовых гуманитарно ориентированных технологий, которые предполагают организацию активной творческой деятельности. В концепции представлены технологии, которыми мы не часто пользуемся, такие как технология задачного подхода, заключающаяся в представлении содержания обучения в виде разноуровневых личностно-ориентированных задач, технология учебного диалога и
технологии дидактических игр. В концепции хорошо прописаны основные формы и виды организации учебной деятельности. Я, когда их читала, как будто бы ничего нового для себя не нашла, но оно настолько подробно все прописано, что прям как методический учебник для учителя. И виды организации учебной деятельности – это аудиторные занятия, прописаны все виды уроков, даже с алгоритмом деятельности учителя. И уроки предлагаются, прописаны комбинированный урок, урок лекции, урок исследования, урок конференция, урок экскурсии, урок игра. И каждому уроку предлагается небольшой алгоритм деятельности. Внеурочная деятельность – следующий вид организации учебной деятельности. Она представлена видами различных экскурсий, естественно-научные музеи, химические лаборатории, научно-исследовательские институты и промышленные предприятия. Меня, как учителя сельской школы, немножечко не устраивает эта внеурочная деятельность, которая прописана. Я так читала, и все ориентировано в основном на городские школы. У нас нет музеев, естественно-научных в селе, нет промышленных предприятий, исследовательских лабораторий, а выезд детей организовать в город в современное время это крайне трудно. И у меня, как у учителя, такая подача внеурочной деятельности как-то здесь вызывает вопросы. Написано, что при организации внеурочной деятельности учитель может использовать синхронную, например, скайп или чат, и асинхронную, например, электронную почту, форму дистанционного обучения школьников. Организация внеурочной деятельности необходима не только на уровне образовательной организации, но и на муниципальном, региональном уровне, например, в рамках работы региональной ассоциации учителей химии или, как у нас, республиканского уровня. Следующий вид организации учебной деятельности – это самостоятельная работа. Знакомый всем домашний эксперимент, поиск в интернете, подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций. Очень хорошо прописаны виды учебной деятельности. Я не буду здесь все зачитывать, их достаточно много. И крайне подробно прописаны формы организации учебной деятельности. Групповая, коллективная, индивидуальная, кооперативно-групповая, парная, с целями, с задачами, с организацией работы. Очень все подробно. Следующий пункт концепции – инструментарий и средства материально-технического обеспечения учебного предмета химии. Написано, представлено в концепции, обеспечивают возможность для чего, и подробно описан кабинет химии, чем он должен оборудован, прописан документ, на основании которого осуществляется безопасность работы кабинета химии, и указано, что будет дополнение этого действующего на сегодняшний день документа. Подробно представлено оснащение кабинета химии. Читаешь просто, как будто бы все хорошо. Но думаю, что кабинет химии, этот вопрос нужно вынести будет потом на отдельное заседание республиканского уровня. Там тоже очень много вопросов по этому нормативному документу. Может, к середине следующего года появится новый. И что касается практической части, здесь указано, что практически не разработана является проблема организации демонстрационного эксперимента в плане его компьютерной поддержки и реализации. Отсутствие измерительных систем заставляет учителей обращаться к демонстрационным компьютерным программам в ущерб постановке реального эксперимента. Проблема соотношения реального живого и компьютерного эксперимента, а также замена реальных объектов и явлений изображениями и отображениями – это две разные формы эксперимента, должны не подменять, а дополнять друг друга и комбинироваться в разных формах. Содержание учебного предмета химия за последние десятилетия претерпело значительные трансформации, как следствие повлекло за собой изменение содержания демонстрационного эксперимента, лабораторных опытов и практических занятий.
Появилось новое оборудование, расширился перечень химических реагентов, и такая ситуация делает актуальной задачей унификацию химического эксперимента, разработку методических руководств к его проведению, подготовку технических заданий для изготовления необходимого оборудования, внесение изменений или полную замену действующих нормативных документов, регламентирующих требования к освещению кабинета химии. И вот это очень такой сложный вопрос, кабинет химии. И, наверное, вот мы его вынесем на отдельным вопросом на каком-нибудь ближайшем заседании. В концепции очень подробно следующим пунктом представлено требования в ГОС к результатам обучения личностным, предметным, метапредметным. И расписано личностные результаты, представленные на уровне основного общего образования, на уровне среднего образования, разбиты по частям к себе, к России, к стране, к государству, к закону, к гражданскому обществу, к окружающим людям, к труду, к окружающему миру. Вот настолько подробно представлены личностные результаты. Метапредметные результаты представлены для основного общего образования все виды, для среднего образования все виды. Представлены предметные результаты очень подробно для основного общего образования, для среднего образования, для профильного обучения. Представлены результаты, которые выпускник научится и получит возможность научиться на всех уровнях, и на углубленном, и на среднем, и на общем. Очень подробно, очень большое место занимают, подробно останавливаться не буду. Но для написания программ, для написания конспектов уроков все готово здесь, можно пользоваться. И если завершать свое выступление, то мне бы хотелось сказать, что концепция хорошая, своевременная, и если ее чуть-чуть доработать, то ее можно принимать к реализации. Там есть много достаточно опечаток, почему-то слово биология фигурирует, иногда не встречается. Там встречается требование к написанию программ начального образования, почему-то появилось в одном месте, я, по крайней мере, увидела. Там образовательные, развивающие, воспитательные не задачи, а функции называются. Там иногда межпредметные и метапредметные понятия как выступают как слова-синонимы и ничем не разграничиваются. Но в целом концепция на меня произвела хорошее впечатление, читала, радовалась, что буду работать, может быть, по ним. Вот это я осветила несколько вопросов, которые представлены в концепции. Следующие вопросы. Слово предоставляю Оксане Валерьевне, которая продолжит знакомить вас с концепцией модернизации. Почему у меня не получается теперь? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас.
Итак, мой вопрос, который я сегодня озвучу в этом предложении по модернизации содержания и технологии обучения в предметной области естественно-научные предметы химии. Так, как сказала уже Наталья Анатольевна, да, концепция хороша, есть плюсы, минусы, но, конечно, плюсов намного больше, чем минусов. Модернизация содержания и технологий преподавания химии может быть успешной при выполнении следующего ряда условий. В концепции приведено много условий, я выделила самые главные буквально. В первую очередь, конечно, они хотят внести изменения в действующих ФГУС, да, для основного и среднего образования. Далее они хотят определить четкое место учебного предмета. В плане, вот вы сейчас увидите на слайде, что химию предлагают ввести не с 8 класса, как обычно, с 8 по 10, а уже с 7 класса. С 7 класса они хотят, значит, ввести по 2 часа в 7, 8 и уже 3 часа дать в 9 классе. Ну а начиная с 10 класса, там уже по профилям. Хотят ввести новый профиль, универсальный. Они объясняют это тем, что ребенок еще не до конца разобрался, в какой направленности ему быть, чтобы у него его не лишать возможности поступить, допустим, после 11 класса, попробовать сдать несколько экзаменов, да, универсальный профиль, который предусматривает 3 часа. 3 часа, а филологические, физико-математические по 2 часа в 10 и в 11, они по часу, как сейчас, и углубленный уровень, конечно, это 5 часов. Вот это мне вот этот момент мне, допустим, очень понравился. Потому что, поскольку вы сами понимаете, что еще есть другие предметы, как они собираются реализовывать вообще. Ну, согласитесь, что когда по часу, да, по часу, конечно, нет, понятно. Да. Я согласна, да, меня тоже этот вопрос смутил, потому что 8 и 9 класс, ну, 9 там нет, но 8 классов и 7 тех же самых, да, в 7 как бы по 6 уроков. можно было, то есть за счет чего, опять-таки? Физкультуру нельзя по федеральным стандартам. Так, далее они, значит, рекомендуют разработать на основе примерных рабочих программ программы для основного, базового и углубленных уровней в целях обеспечения права учителя на химии на выбор УМК. То есть точно так же в концепции самой есть перечень УМК, и можно выбрать нужное УМК. Хотя они в том же плане пишут, что хотят еще разработать новые на основе вот этой почасовки, которую они предлагают. Далее, чтобы технологии и методы преподавания соответствовали возрастным особенностям учащихся. Также создание учебных и методических пособий, ориентированных на практикоориентированное обучение. Отбор химического эксперимента. В плане химического эксперимента, да, написано много и красиво. Много и красиво, что и наличие посуды, да, химреактивов и так далее, но как в жизнь вот это воплотить, конечно, это еще вопрос. Да. Далее, разработка методических рекомендаций к реализации проектной деятельности и совершенствование самих КИМов, контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации. И еще такой пункт, я уже его не стала сюда выводить, сейчас буквально вам прочитаю. Разрешение использования программ УМК в качестве рабочих программ без специального на то разрешения администрации образовательной организации общего образования, изъятие из нормативных документов требования ежегодного обновления рабочих программ. То есть в данном случае они хотят облегчить труд учителя в том плане, чтобы не ежегодно менять, усложнять программы, рабочие программы, и также ежегодно не пишем, уже пишем на ступень. На ступень, ну, каждый да, какие-то изюминки, нюансы появляются, поэтому мы каждые полгода действительно редактируем, еще раз редактируем. Ну, конечно же, концепция действительно неплохая, но доработать ее, конечно, надо. Потому что некоторые моменты, мне кажется, просто, знаете, на уровне внутренней фантастики. То есть там написано, да, красиво, но как это воплотить в жизнь, конечно, это еще вопрос. Так, поэтому у меня все.
Ну, там по поводу МК тоже вопрос мне понравилось, что поднимался, потому что особенно на уровне профильном там рассматривается вопрос по поводу того, что в одних МК дается органика в 10-м, общая химия в 11-м, Да. а в других наоборот, что нельзя мониторить. Вот во всяком случае, я не знаю, как вы, коллеги, мне сейчас возникает проблема вот как раз-таки с мониторингом раз и с олимпиадными заданиями в 10-11 классе. Стабильно, потому что там, допустим, мы изучаем органику в 11 классе, а в 10 классе задание по органике. А в 9 классе вы же знаете, что это. Только в конце. Да. Да. Только 10 олимпиадные задания. Шаг вперед. Я по МК Наршинского взяла, потому что он на 1 час. Дело в том, что когда городской метод объединения было, мы говорили об этом, и для того, чтобы дети не испытывали дискомфорт при переходе с одной школы в другую, в сертификате говорится, что органика у нас 10. Но это, видите, это на уровне одного. Да, городского метода объединения. Мы так решили, и у нас так и принято. Но в концепции ведь как хорошо тоже вот сейчас было озвучено, что может учитель сам выбирать для себя, может найтись некто, кто скажет, да нет, я по-другому хочу, да? Но вашего автора, вроде там, которого вы назвали, там не было. Был раньше. Был, да. Там я видела Еременко. Нет, я в концепции не говорила, да, это было. Вот, в концепции вроде не было. Ага, вот меньше. Сейчас нет, Да. Я вот об этом говорю, что да, что даже у нас в районе у нас несколько школ, и все идут своим огородом. Кто Кузнецова, кто Ротичев, кто там кто-то еще пытался Габриэля набрать. Речь идет не об учебнике, а в принципе о преподавании в 10 классе органики, Да, а в 11 вообще. Нет, но опять-таки, если линия учебников, она же рассчитана на определенный возраст, то есть вот это Вам придется ее адаптировать. вот это же другой вопрос. А оснащение школы учебными пособиями, это же тоже такой вопрос с огромным знаком восклицания. Это все финансовый вопрос. Учить Нет, а вот смотрите, у вас идет подготовка к экзамену ЕГЭ. А как вы тогда общую химию проходите? В 10 классе ее вытаскиваете? Они пока пишут, что разработка, дополнение, корректировка. Мне кажется, органика лучше. Я читала обсуждение других регионов концепции, и в основном все повторяются, что органику с 9 класса убрать совсем. Вообще, Да, Все регионы пишут пожелание, что органику убрать совсем. А у ГЭ Вот и вопросы УГЭ, там же вот они содержание УГЭ. Все вот это УГЭ, мы же можем опустить. Вот в этой концепции как будто предлагается, что Раз материалы ОГЭ для пересмотреть содержания всё, да. пересматривается, то оно и все пересматривается, и задания ОГЭ, и ЕГЭ. И требования к выпускникам, и сами изменения в самом ГОС и так далее. То есть они так все красиво. Там действительно все красиво, прям подробно расписано, да. Но Над документом хорошо поработали. поэтому так. Спасибо вам большое. Слово представляется Татьяне Григорьевне. Без презентации. Добрый день. Ну, дорожная карта является, скажем так, планом реализации той самой красивой сказочной нашей концепции. Не знаю, почему называют дорожная карта, вообще-то нормальное слово план. Да, это новомодно. Вот, дорожная карта, она состоит из 4 компонентов, то есть вы видите, я распечатала ту карту, которую предложила Наталья Анатольевна. Дорожную карту всероссийскую, наверное, дай секундочку. Дорожную карту всероссийскую, наверное, все посмотрели. Если кто нет, у меня тоже распечатано. Могу дать. Значит, дорожная карта включает в себя 4 направления. Это нормативно-правовое обеспечение эффективности реализации концепции, это подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации концепции, это учебно-методическое, материально-техническое обеспечение реализации концепции, ну и, собственно говоря, оценка качества реализации. Сроки реализации также прописаны, и, как уже Наталья Анатольевна сказала, уже сейчас мы должны рассмотреть и принять эту концепцию.
и дать экспертное заключение на проект концепции в декабре 2017 года. Значит, то есть сегодня мы вот обсуждаем. Далее, второй пункт реализации первого этапа – это разработка региональных программ развития химического образования в соответствии с потребностями экономики и производства региона, возможностями региональных образовательных организаций, среднего, профессионального и высшего образования, социальных партнеров. Очень хороший пункт, но меня немножко смущает тот факт, что социальное партнерство у нас не очень достаточно развито. Я, конечно, не говорю о городских школах, но если говорить и поднимать вопрос периферии, то есть сельской школы, в коей тоже я работаю, то вызвать на социальное партнерство, ну, это просто невозможно. То есть это вот закрытые двери и до свидания. А так хотелось бы, конечно, потому что мы готовим специалистов в перспективе, с перспективой на профильное обучение. И, соответственно, мы должны же узнать запрос. Нужны вообще специалисты-химики или нет нашему региону, нашей республике, там, или конкретно району и так далее. Вот, соответственно, да, что вот, результатом данного направления должны являться региональные программы развития химического образования, методические рекомендации по реализации данных программ и направлений и подготовки обучающихся. У меня возникает маленькая боязнь, небольшая такая, что это может все свестись просто к формализму. То есть нас будут требовать отчеты о реализации данной программы. Вот это меня немножко смущает. Вот. Ну и все это будет сброшено на региональные органы управления образованием, то есть наше управление образованием, которые направят потом нам с вами эти же методические рекомендации, нам с вами придется создавать эту программу, отправлять им обратно, соответственно, на основе. Поэтому, создавая, будьте аккуратны, нам же их реализовывать. Вот. Ну и, соответственно, потом на базе наших уже, я так думаю, или наоборот, в обратном направлении будет свыше спущено, это уже посмотрим. Но в данном случае период достаточно большой. Это будет уже введено с декабря 2018 года по апрель 2019 года. То есть время есть для раздумий. Следующее – это подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации концепции. В той же самой концепции поднимался вопрос о том, что согласно ВГОС вводится предмет естествознания, который включает в себя и химию, и биологию, и физику, специалистов таковых, которые могут преподавать все направление единовременно, у нас нет. И также поднимается там вопрос, не ошибаюсь, о том, что и уровень подготовки вузовской, ну, немножко не соответствует требованиям ВГОС. И вот там предлагается именно разработать курсы повышения квалификации вот именно в этом направлении, то есть готовить конкретно по данной концепции. Но насколько это уже будет сделано, мы уже посмотрим буквально в марте-сентябре 2018 года. Это будет возложено на плечи вузов и Института развития образования. Так, мы будем являться как раз таки теми, на ком это будет реализовываться. Да? То есть в данном случае предлагается программа повышения квалификации педагогов, направленная на реализацию концепции, вариативные программы повышения квалификации, направленные на реализацию отдельных каких-то модулей, связанных с освоением либо современных технологий, либо современной техники. Третий пункт – это учебно-методическое, материально-техническое обеспечение реализации концепции. Это действительно больной вопрос для, наверное, каждого учителя химии, потому что материально-техническое обеспечение кабинета для полноценной реализации вот той самой практической направленности заявленной концепции, она желает лучшего. Кто-то вообще без реактивов, кто-то частично, да, кто-то добывает как может. Не говоря уже о заявленной там же этой системе измерительных приборов. Например, это кабинеты, которые там оснащены и компьютерами, и измерительными системой запараллеленной на одном компьютере. Это все, конечно, очень красиво, очень сказочно, но а как? За счет чего? То есть вот в самой концепции, ну, может быть, это не уместный там пункт, но не прописана система финансовой реализации. То есть вот этот пункт, он упущен. Да, мы хотим это сделать, но как? Вот таким образом.
Значит, здесь предлагается разработка вариативных программ химической подготовки обучающихся, реализующихся с учетом региональной, опять-таки, специфики, потребностей местной экономики и производства. Но мне кажется, это очень глобальная такая работа, потому что это нужно провести мониторинг требований, мониторинг востребованности определенного рода специалистов, экономические какие-то нюансы. На мой взгляд, это, конечно, глобальная такая работа будет. Ну, соответственно, разрабатываются рабочие программы модулей, курсов по выбору вариативного содержания, то есть так называемых факультативов или элективных, рабочие программы внеурочной деятельности химической направленности, дополнительные общеразвивающие программы химической направленности, создание перечня вариативных программ подготовки обучающихся. Здесь пункт все хорошо, все классно, но за счет чего? Мы знаем, что в классах всегда инвариативная часть дается очень ограниченное количество часов. И, как правило, на педсоветах идет всегда война миров за эти часы. Да, и зачастую, к сожалению, их выделяют, не знаю, у нас мотивируется то, что вот куда больше дети идут сдавать ЕГЭ или ОГЭ, на те предметы выделяются. Так как вот на химию там 5 человек, а вот на другой предмет, на обществознание, да, 25, то извините. Вот в этом случае, к сожалению, этот момент тоже. То есть за счет чего, опять-таки, не прописано. Опять-таки этим заниматься будут у нас Республиканское методическое объединение учителей химии, ну и Институты развития образования. Сроки буквально уже скоро, то есть с марта месяца к сентябрю должны быть разработаны вот эти программы. Далее, организация материально-технического обеспечения учебного предмета химии. В апреле 2018 года мы должны с вами получить изменения в перечне средств обучения и воспитания, необходимых для реализации. Ну, я дальше не буду читать, там пункт очень большой, да. Далее, требования новые к учебному оборудованию, инструментам, виртуальным классам, мне прям в восторге от этого словосочетания, электронным ресурсам, требования к химическим реактивам, общие правила, обновление, простите, правил безопасности с химическими реактивами и лабораторным оборудованием, разработка финансовых механизмов по обеспечению закупок учебного оборудования. Вот это единственный пункт, где финансы оговариваются, да. Но они будут только разрабатываться. Будут ли они, это уже другой вопрос. Да. Ну, мне кажется, это опять-таки спустя все на школы, что вы должны, обязаны, да, выполняйте. Да, ну, нам как было сказано, хотите денег, идите в бизнес, да? Вот приблизительно, наверное, пойдем все в бизнес, зарабатывать на реактивах. Последний пункт в этом разделе – это организация социального партнерства с образовательных организаций с малым и средним бизнесом, научными и исследовательскими структурами для решения задач материально-технического обеспечения учебного предмета химии. Но это опять-таки из разряда фантастики, фантасмагории, там, не знаю, может быть, мистики. Естественно, да, я читала, классно, все хорошо, вот прям душа поет. Вот та часть, которая прописывает проблемы. Но когда начинается часть по реализации, ну, сказка, ну, она же сказка. Может быть, да, когда-нибудь она станет былью. Может быть, я даже с пенсии еще успею застать это быть. Но что-то вот все равно смущает, конечно, в этом плане. Этим должны заниматься региональные органы управления образования, ассоциация работодателей, профессиональные сообщества. Я не знаю, есть ли у нас вообще ассоциация работодателей в Республике Коми. Есть, да? Но мне кажется, они занимаются только вот экономическо-финансовыми вопросами. Пойти на такое, не знаю. Ну, а региональные органы управления образованием, ну, опять-таки, это будет сброшено все на плечи управления образованием. Опять-таки, коснусь, что для сельской школы этот пункт практически не реализуем, потому что в сельских школах или в сельских населенных пунктах нет таких достаточно сильных градообразующих предприятий, в основном это частный сектор. Частный сектор на такое социальное партнерство, к сожалению, не идет. Если только это не бывшие ученики, которые очень благодарны. Вот тогда еще можно будет что-то попросить. Ну и, наконец, это оценка качества реализации концепции. Значит, это организация мониторинга реализации концепции. Планируется уже на март-апрель 2018 года.
Хотя у меня сразу возникает вопрос, а что мониторить будут, если к этому времени еще, в принципе, ничего не разработано? Ну, скорее всего, да. Далее, апрель 2019 года, ну и, собственно говоря, конечная точка – это апрель-май 2020 года. Региональные органы управления образования, ну, понятно, что будет даваться нам запрос, а мы должны будем написать, как мы их реализуем. Да, очередную бумажку. Вот сюда. Бумажка, проблема и так далее. Ну и организация Всероссийской олимпиады школьников по химии, проведение территориального, регионального и федерального этапа химии. Ежегодно, но это всегда было, поэтому это не ново. Вот это предлагается в рамках нашей республики, так как дорожная карта вообще всероссийская, она более объемная. Там вообще все так это красиво, сказочно расписано. Вот такие вот моменты. Коллеги предлагают сюда рассмотреть. Извините, я, может, что-то пропустила, но вот мы говорим о том, что повышение квалификации педагогических кадров по естествознанию будем обучаться. А если в концепции заявлено количество часов другое, это сейчас идет разночтение вкуса и концепции или что? Я просто не понимаю, да? Я так понимаю, что сейчас нужно учить естествознание. Сейчас будет меняться ГОСТ. После этой концепции принимают, ГОСТ меняется. А стоп, а в ГОСТе работает, и сейчас 9 пойдет в 10. Там что? Там естествознание или концепция? Там что? Ну вот это Концепцию сейчас То есть у меня сейчас детей не будет? Если они подпишут, то у нас в 10-м классе пойдет уже строго вот это вот. У меня уже есть класс, которые Профилизация. химию не изучают. Они учат естествознание, и у них идет учитель физики без предмета. который Один не час в умеет. неделю, да? Нет, 2 часа там. Нет, у них там 2 3 часа в часа в неделю. неделю. Или 3, да, 3 часа, да, 3-часовая программа. Но физика, биология и химия Все в одном месте. И один учитель, да? Да, да. Там вопросы поднимался концепции, что у нас нет на данный момент, даже в институтах, в университетах не готовят специалистов такого плана. То есть для того, чтобы... Да, я это То есть понимаю. предметы химии как такового не будет у вас, да? Да, там идет симбиоз. А Если может, нет, это повгос это. Вот если повгос. Не, по ГОСТу. И когда... Я вообще предполагаю, что... Или, простите, я вас перебила. Не, просто, а какова судьба? Извините, сейчас что тогда? Нам надо выучиться на естествознание и давать. эти- Наоборот. Нет, вот они Или может, возникли... концепцию. Вот, концепцию я так поняла, что она и возникла из того, что вот ситуация возникла, что нет педагогов, нет, я не знаю, есть ли этот курс вообще у ОМК на это естествознание? Есть. Уже есть, да? появился? Конечно. У нас он уже введен. Вот, ну вот, когда-то вводился, простите, и там было предложено, если некому преподавать, то свои Есть. курсы ведут. Что-то ведет физик, что-то биолог и Да. что-то химик. Но кто это будет распределять? У нас было изначально. у нас, Ну, по-моему, тоже вот, да, тоже мы рассматривали, у нас так был разговор, что да, вот 1 час пойдет, то есть параллельно шли 3 часа, химия, физика и биология, как и шло. Вот так же, да. И вот эта концепция, она получается, то есть, я так понимаю, что столкнулись с проблемой, что нет специалистов, И она будет работать когда-то. и А давайте-ка когда поменяем. тогда? Когда? К 2020 году. Если посмотрите сроки реализации в концепции, то к 2020 году 100% должна быть реализация всех У нас пунктов. ГОСТ на следующий год, правильно говорят, у нас ГОСТ на следующий год. Да, у нас на спорю. следующий год. Я поэтому говорю, что нам надо делать сейчас? Какая у нас? Нам надо Пока выучиться никакая. на естественном. Пока никакая. Далее. Ага, извините, Пока все ничего, а нагрузка. А вот посмотрите на меня, я жива пока еще. Нет, я У меня понимаю. 15 часов нагрузки. Да, то У есть меня у меня 12. забрали. но это нет ставки. Это У меня в одном 12 часов классе 1 час, а в другом классе 2 часа. Все. Это в 10 Отличная классе. ситуация. Нет, хорошо. Ну, Допустим, пока мы такая сейчас ситуация. да, Мне сказали, на хотят 2-3 года зависим. Мы ждем, когда начнет работать концепция. Да, мы все уйдем в естествознание. Не вопрос. У нас останется считанные копейки, потому что нагрузки не будет, нам надо будет куда-то, либо кому-то уйти. Да? А потом вдруг откуда ни возьмись работает концепция, и я просто посчитала свою нагрузку, когда работать начнет концепция, она будет в 2 раза больше. Понимаете, да? Ну, я И говорю, что тогда? Нам это сейчас эти 3 года перекантоваться как-то или что? Я вот Почему 3 года? Может, в сентябре у нас ребенка примет ее и начнем работать. 20-й год. Это
Так они Нет, это финал к уже- 2020 году. Тебя уже будут проверять. А, уже проверяют. Да. У То есть нас так только потихоньку должны внедряться, и к 2020 году мы должны уже все 100% Сейчас мы работать будем по ждать данной нормативных концепции. документов. Как среагируют там федералы, как Ну просто я сейчас кое-что еще поясню. Концепция, если начнет работать, то нам не дадут во всех классах вот ту нагрузку, которую нам дадут потихоньку. То есть нам дадут 8 класс, правильно? А то с какого перепуга? Они в 10 учили час, и тут, наверное, в 11 3 часа дадут. Не дадут. Это Нам постепенно. будет постепенно. То есть мы придем в 8 с 2-3 Разговор идет, что с 7 мы идем. Да, на вот мы один с час, 7 на один начнем. час. Да. Как это То есть, ну, к 2020 году 7 будем ждать, чтобы там получить свои баллы. На мой взгляд, может быть, это будет немножко по-другому. Если концепция, ну, как вариант, предполагаю, вот в ГОС же у нас вводился не оптом, так на всех кинули, да, ведь? Аналогично, Ну, если так, будет в введена параллели. концепция, да, то есть, скорее всего, если будет принята концепция, то, возможно, там с 18 или с 19 года, если будет разработана УМК именно уже профессионального химического образования 7 класса, то, соответственно, вот пойдут 7-е, это пойдет первая полоса, да. Второй, как вот сейчас мы шли по ГОСам, у нас шла часть по Кто-то ГОСам, идет по старым программам, кто-то уже идет то есть, по новым. соответственно, вот 18 будет А это 7-е, значит, в ближайшие 4 года мы будем преподавать естествознание. но это же зависит от профиля и Ну, от... 8, 9, 10. Нет, это вы решили Почему? свое. Это Мы даже же не подавили. А у нас же дети подросли в гостники, они сейчас девятиклассники, правильно? И дальше ниже идут в гостники. И значит, все, кто поднимаются, они по ВГОСам. Это значит, 4 года мы преподаем естествознание. Ну, следующее. Базисный учебный план, смотрите, он рассчитывает, там две версии идет. Там версия идет с естествознанием и версия с сохранением предметов. Там есть вариативная часть. Там ваша администрация. Это да, вам предлагается... Дело в том, что там я работаю в учреждении, у которого есть свой профиль, и А у у них вас какой приоритет в профиль, понимаете? И я там не смогу доказать, что предмет Ну вот у ваш. вас какой профиль? Гуманитарный, английский. У нас тоже, английский, у нас У нас социально-гуманитарный. все по-английски, у нас очень много да. А у нас информатика. Поэтому говорить о том, что я могу что-то там выбрать или сказать, что я там... Ну, это вам Ну, у нас в скажут, соседней что школе, например, в Усаковской школе физико-математический профиль уже давно, и тем не менее 2 часа химии в 8-9 классе сохраняется. То есть они выбирают тот вариант, который необходим. Так я так и видела. Наталья Олеговна, правильно? Да, мы все в этой ситуации, понятно. Ну, будем надеяться, что данная дорожная карта будет принята и реализована, и в перспективу будем все с нагрузкой, коллеги. Спасибо. И мы с вами заканчиваем теоретический блок обсуждения концепции. Вот мы, я понятно, мы нормативно сейчас ничего здесь решить не можем. Мы только с ней познакомились, с этой концепцией. Мы будем ждать, что вот она сейчас будет подписана в самые ближайшие дни, до Нового года, наверное. И будем ждать, как она будет реализовываться конкретно в нашем регионе. Все зависит от того, как будет реагировать федеральное министерство, как наше будет подключаться. И постепенно будем приступать к реализации вот этой концепции. Решение, мы должны принять какое-то решение, но я думаю, какое решение здесь мы можем принять. Я предлагаю вот эту дорожную карту на портале «Открытое образование» разместить и предложить ее к обсуждению. Если возникают какие-то мысли, какие-то идеи, вы там хотите высказаться, все вот там на портале «Открытое образование». Можно быть, я выскажусь прямо сейчас. Давайте. Да? То есть была такая ситуация, что мы с мужем его туда переводили в Кусенск, но тогда приехали. Дело было в 2010 году. На тот момент у них были разработаны программы, у них были разработаны социальное партнерство. То есть, например, такая-то школа, у нее физико-математическое направление. Такая-то школа, ну, я имею в виду старшие классы, 10-11. Такая-то школа социальная, например, социально-экономическая. И было 2 школы Новосельск, которые, как вот в примере, да, были универсальные, то есть давали все предметы, кто не определился. И, соответственно, 10-классники могли поступить в ту школу, в которой им была нужна. Но самый большой парадокс для меня был в том, я понимаю, что это Усинск, но что мешает сделать это городу Сыктывкару, например, городу Ухта. У каждой школы был социальный партнер. У каждой. То есть что-то надо купить, что-то надо приобрести, соответственно, что-то надо, извините, оборудовать. У них есть социальный партнер.
тот, который помогает. Поэтому вот я считаю, что в концепцию вот данную надо вот это явление социального партнерства, когда нам государство помочь никак не может или не хочет, в кавычках, да? Значит, нам нужно развивать это социальное партнерство, но это в обязанность должна вменить городская администрация. Дорогие мои, вы должны быть социальными партнерами. На каком основании они меняют именно? А городское, моему городу Усинска, им, извините, было все равно. Они сказали «надо». Это было в 2010 году. Это Сейчас дорого. этого не Я могут это сделать. понимаю, Да. но сами они к нам не придут. Потому что сейчас кризис, сейчас сложная обстановка в бизнесе, и кто-то Сами брать на себя они себе на шею. Нам не придут. Нет, дело Здесь в том, что нужно, любой чтобы понимает, кто-то сделал она- шаг вперед. Она делает предложение. Почему нет? Если кто-то и будет смотреть вышестоящие наши предложения, если конечно смотреть, почему нет? Вдруг попробует, вдруг получится. Ну кто знает. А потом, ведь благотворительность, по-моему, снижает налоги, нет? Нет, отменили. Вот я, Отменили? я не закончила. Ну, Вот в том самом 2010 году тогда была такая статья. Да. когда Что за- мешает нашему вышестоящему руководству что-то изменить? Тогда это Ну, еще вы выше. же не Да, А если они будут сидеть и от нас требовать что-то, разве изменится? Вы прекрасно понимаете, что никто не будет ради школ терять налоговые вливания. Ну это же финансы. Ну, все Нет, ну это же предложение. Да, Предложение, я скажу, предложение администрации города, к руководству региона сделать, обратить внимание. Как сделал Топустин, так, дорогие товарищи, наша олимпийская сборная должна иметь поддержку. Кто за? Я понимаю, что наш руководитель не Путин, но высказать пожелание, разработать какой-то документ. В письменном виде это тоже предложение на повторение. Да, давай, предлагай. Вот, потому что я вот, как вот в вашем случае, вы придете в администрацию своей любимой школы, скажете, мне для реализации данной концепции надо, и приведите список. Вам скажут, нету денег. Пусть они тебе письменно. Ну это, говорю, это все Поэтому в городе легко. А пока- что делать? Я Всё. Вот меня напрягает неурочная деятельность по этой концепции прям сильно. То, что они предлагают, вот в селе вот Да. вообще ничего. Куда? Интернет-то не у всех детей Да. есть. У нас И в в детдомовских школе детей вообще нет Часть возможности работает, два выйти висит. в сеть. Допустим, они даже сетевой город проверить не всегда могут. Вы о себе говорите, у меня 3-й месяц в моем кабинете химии. В центре города нет интернета. Нет, а это у детей нет дома даже нет. Я знаю. Ну вот даже сама вот эта ситуация, она упирается в информатизацию, извините, работу с интернетом, да, добычу каких-то... И сейчас выйду я. Мы пообщаемся, поплачем, От наслаждаемся домой. теоретического вопроса переходим к более интересному, к практическому Да. вопросу. И мастер-класс. Давайте закончим положительным, позитивным. Да, Если это положительно, я буду только рада, потому что, значит, коллеги, сейчас я попробую так найти эту папку. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я даже папку не могу найти, а вы говорите, подожди. А, вот она. Сейчас, секундочку. Так, у нас все? мы тоже открываемся. Нет, сейчас, секундочку, я просто проверить хочу. Я просто хочу начать, перейти к этой торжественной ноте. Что? Господи, вы соединили. У вас у всех в компьютере, вот вам, я вот рекомендую вот за этот компьютер, потому что я не успела вам туда загрузить, вот тот вот, мой, где я сидела. Там есть папка фосфора и его соединения. Значит, ну, я хотела организовать вас на групповую работу, но так как я вижу и понимаю лично себя, что мы все провели уроки и уставшие, я просто-напросто расскажу
как можно использовать интернет-технологии при наличии возможности выхода в интернет и при наличии в классе, и при наличии техники, не только стационарный компьютер учителя, но и, например, ноутбуки, у нас есть 5 ноутбуков, как можно организовать урочную деятельность при помощи интернет-технологий, тем более, что это сейчас является требованием ВОС. Так, значит, у вас в папочке фосфор и его соединения есть путеводитель следствия. Откройте, пожалуйста, этот документ, путеводитель следствия. И если вы пробежите глазами по этому путеводителю, то вы увидите ссылочку с сайта. Сюда присядьте, вот, сядьте рядышком. Там есть ссылочка. Если вы нажмете на эту ссылочку, Ctrl и ссылочка, клик, то вы выйдете на сайт. Понятно, да? Значит, у меня есть сайт. Я хочу предложить вам поучаствовать в съемке фильма. Одной из серий «Следствие ведут знатоки». Вам всем известны такие товарищи, как Знаменский, Кибрид, Томин. Вот сейчас я хотела создать настроение. Эта музыка всем известна для создания настроения. Ладно, я не буду. То есть можно сделать потише. Я предлагаю, я уже несколько раз проводила этот урок, я проводила его в 9 классе после изучения темы по 5 подгруппе главной, по 5 группе главной подгруппе в 9 классе дважды проводила, и 1 раз проводила среди 11-классников, когда заканчивала четверть, просто у меня было время, и я решила с ним проводить. Все время, которое уходит на подготовку и проведение данного урока по данной кейс-технологии, у меня занимает 40 и 40. То есть у меня пара, и вот в эти 40 и 40 я укладываюсь, у меня остается где-то еще 7-10 минут на рефлексию, то есть мы укладываемся. Значит, что я предлагаю ребятам? Ребятам я предлагаю, вообще по-разному можно это делать, можно ознакомить накануне и дать адрес сайта, и чтобы они там посмотрели и разбили себя на команды. А можно это делать, как я делала, прямо на уроке. То есть я разбиваю их по желанию, они разбиваются на команды из 3 плюс 2 человек. И первое, что они делают, если вы посмотрите путеводитель, да, у всех открыт путеводитель, да, если вы посмотрите путеводитель, то там получается первый этап – это распределение ролей, то есть они примеряют на себя роли знаменского следователя, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта-криминалиста Кибрид. И плюс еще 2 человека – это независимые эксперты, которые оценивают работу других групп по другим кейсам. Это оппонент и рецензент. То есть они высказывают свое мнение относительно других групп, работы других групп над их задачей. Значит, по окончании этого урока можно выбрать, во-первых, есть еще жюри, кроме этих команд есть жюри. Жюри обычно это дети, которые хорошо усвоили материал, уже написана контрольная работа, или которые идут очень ровно, стабильно по предмету. Есть жюри, они оценивают работу. Немножко о жюри я попозже скажу. Значит, вот таким образом они разбиваются, договариваются. У меня прописано здесь на сайте, на заглавной странице. Вы все туда вышли? Вышли. Значит, здесь прописываются, что делает Знаменский, представляет задание своей группы, обосновывает выбор подозреваемого предмета и объекта следствия. Что делает Томин, представляет обоснованное мнение своей группы о виновности или невиновности подозреваемого, потому что мы с вами знаем, что виновен, невиновен принимает решение судья, да, после того, как присяжные вынесут свое мнение, а он уже огласит вердикт. Да? У нас присяжные – это жюри. Независимые эксперты могут высказать свое мнение, а потом уже жюри
оценивает всю эту работу в целом, и учитель, судья принимает решение единоличное. Ну, я просто уже так как бы углубляюсь. А Кибрид, она представляет, этот товарищ представляет мнение, не обязательно это будет она, но обычно у нас девочки, мнение своей группы по уликам, выявленным в ходе следствия, доказательства вины или невиновности подозреваемого. А оппонент-рецензент, они высказывают, например, оппонент оценивает, они, как я уже сказала, относительно других групп высказывают мнение, насколько правильно раскрыто преступление, насколько правильно выбран объект преступления, насколько правильно выбран подозреваемый, кто виноват, кто не виноват, вот так вот. Значит, и далее необходимо, у меня здесь 3 кейса. Вообще можно сделать материалы больше, как вы захотите. Я выбрала конкретную тему, вы можете делать любую другую тему взять. Вот, например, если вы нажмете на единичку, первый этап – это ознакомиться с материалами кейса. На единичку нажимаю, я выхожу на задание, тут немножко тормозит интернет, на задание кейса 1. Есть задача, сформулированы вопросы к этой задаче, конкретно сформулировано задание, есть еще раз пояснено, ну, если, например, запутаются, кто подозреваемый, кто объект обычно, кто предмет преступления, состав, в чем преступление, улика, доказательства. Вообще, я вот даже, когда вот 2-й раз проводила этот урок, я была удивлена, какие дети предлагают вообще объекты. Выбирают там, например, выбрали, кто больше всего пострадал, дух усопшего пострадал, у них там получается. И обвинили людей, которые были безграмотны в отношении фосфора, а пострадавший был дух, ну, насчет фосфора. Типа того, что вот эти вот духи выходят, огоньки светятся, бедный дух никак ему не дадут упокоиться. Ну, то есть вообще так это интересно подошли к решению вопроса. И вот здесь ниже, видите, да, здесь есть материалы в папках загружены. Весь сайт создан при помощи инструментов Google. Здесь есть папки, в которых есть необходимые конкретно для решения данного кейса документы. Здесь может быть видео, в данном случае по данному кейсу у меня видео нет, по 2-му, там 3-му есть видео, то есть как горит фосфор и так далее. То есть они с этими материалами знакомятся. Потом что они делают? Потом они, то есть 2-й этап – это ознакомление с материалами кейса. Переходит. Этот путеводитель я выдаю им на столы. Тут у меня последний раз было 6 групп. То есть 2 работали с одним кейсом, 2 с другим кейсом и 2 с 3-м кейсом. И получилось, что у них свои точки зрения были. Кто-то там обвинил собаку, а кто-то обвинил того товарища, который обмазал морду собаки. Собака в результате померла и так далее. И тому подобное. Ну, то есть вот так вот они подошли. Значит, что они должны сделать? Они должны определиться с преступником, с уликами, подготовить презентацию. Презентацию они готовят. Если вы вернетесь в папку, здесь есть структура презентации. То есть у нас вообще, так как я еще занимаюсь научно-исследовательской работой, у нас очень сложно с изготовлением и вещанием согласно презентации. Презентация обычно куча текста, главных мыслей не бывает, фон очень темный, шрифт мелкий, картинки какие-то вдруг получаются, проще сказать, левые картинки, то есть они вообще, может быть, отношения не имеют, говоришь, например, а вот этот воздушный шарик, он с какой целью? Ну вот, чтобы красивее было.
Ну, то есть на слайде должны быть такие размещены материалы, которые имеют дело конкретно. Поэтому структура презентации написана. Тут конкретно должно быть 6 слайдов. Слайд задания, слайд, где подозреваемый предмет и объект преступления, слайд с уликами, слайд доказательства вины или невиновности подозреваемого и слайд о выводе о том, что виновен подозреваемый или невиновен. Как это они себе представляют. И слайд, кто выступал в какой роли. Я уже сказала, да, что они примеряют на себя роли. Примеряют роли, то есть вот конкретно, когда я первый раз проводила этот урок, мне говорили, а зачем вот мы выбрали Знаменского, зачем мы выбрали Кибрита, зачем это нужно было? Ну, я вот просто им сказала первый раз, пыталась методом проб и ошибок, и в конечном итоге они мне сами сказали, а смысл какой? Зачем вот он был Знаменским? И тогда уже пошла мысль в другую сторону, как бы в ту сторону, что я стала думать, а действительно, а что делает Знаменский? И тогда вот как вот в этом путеводителе уже прописано, на сайте это тоже прописано, что конкретно представляет Знаменский, за что он отвечает, что конкретно Томин представляет, что конкретно представляет Кибрид, и что конкретно делают оппонент и рецензент. Понимаете? То есть вот оппонент и рецензент обязательно должен быть, потому что, опять же, в свете решения вот этих задач новых этих ГОСов у нас межличностные, я плохо этой терминологией владею, но требования, да, к развитию ученика предъявляемые, это то, как он коммуникабелен, потому что он потом выйдет в жизнь, будет на работе от того, насколько он умеет себя презентовать, критиковать, взаимодействовать, настолько он и будет как бы спокоен, счастлив, успешен и так далее. То есть это тоже очень важно, прописать роли. Теперь, вот эту презентацию, согласно структуре, потому что у одного будет 20 слайдов, а у другого, например, будет 3 слайда. И будет, тут конкретно 6 слайдов определил, пожалуйста, в 6 слайдов войди, потому что, сами знаете, в жизни у нас тоже есть правила, которым мы, хочешь или не хочешь, должны подчиняться. То есть нужно учиться и в рамки себя вкладывать. Значит, эту презентацию они мне отправляют готовую на мой компьютер, на электронный адрес я ее скачиваю на компьютер, то есть они не бегают ко мне с флешками, например, на компьютер скачивают, и мы уже, получается, ее можем посмотреть на общем экране. Они докладывают, и тут начинается роль жюри. Вернитесь, пожалуйста, в папку «Фосфор», откройте оценочный лист жюри, и вы видите, что для жюри вот сразу возникает такой вопрос. А что будет делать жюри, пока те готовятся? Они что, будут сидеть и вот так вот смотреть, да? Потому что учитель, он в принципе занят, потому что он к одному подошел, к другому подошел. Некоторые, когда берут, вот, например, задания, они вообще не понимают. Они мне, например, говорят, мы вообще ничего не поняли. Какой объект? Какое преступление? О чем вы вообще говорите? Что мы будем делать? Давайте будем просто решать что-нибудь. Какие объекты? Я не хочу быть Знаменским. То есть, вот, то есть ты тратишь время на это, чем занимаются жюри. Жюри обычно я предлагаю, если вот у меня несколько человек, было 3 человек, более или менее сильные, я им предлагала посмотреть все кейсы и выписать себе на листочек, например, какие могут быть там уравнения реакций. Ну вот, например, на ваш взгляд, что вы можете предположить, например, кто там, в чем проблема будет вот в этом кейсе, в этом, с точки зрения химии. И они этим занимаются и работают с этим оценочным листом, я их ознакомляю, что они должны сделать, что они оценивают. Во-первых, от 1 до 5 баллов оценивают потом работу. Путеводитель у них тоже перед глазами, они оценивают работу Знаменского, ну, той группы кейса. Второе, там, Томина, Кибрита, потом презентацию
насколько она наглядна и информативна. У нас урок химии, значит, там должен быть обязательно химизм, поэтому химизм, ну, я просто назвала так химизм, я не знаю, правильно или неправильно, еще и не объединила. Значит, оценку от 1 до 5. И вот затем, если в команде, вообще может быть и не быть оппонента и рецензента, потому что может быть не хватит человек, да? Если есть оппонент и рецензент, тогда они высказываются, и тоже их оценка, им выставляется оценка. Потом эти баллы суммируются. Таким образом, мы можем подвести, по баллам можно провести в плане соревнования, соревновательный этап, кто лучше представил решение своей задачи. И плюс ко всему прочему, если, ну, у меня здесь узенько сделано все сейчас, так это отдельные листы, значит, можно, например, пофамильно вписать. Можно еще и лучшего, там, например, криминалиста или лучшего следователя, или эксперта лучшего, или лучшего оппонента. Можно выбрать, какие цели вы преследуете. Вот таким вот образом. Подводятся итоги, и затем, так, и затем, Коми республиканский, я потерялась, где она? Сейчас, секундочку. Это, неужели я закрыла? Так. Сейчас, секунду. И обычно, если вот вы еще раз зайдете в этот документ, у меня там пока открывается, вот здесь у меня сделана рефлексия. Если вы нажмете, то у вас откроется блогер, где можно рефлексию либо от группы оставить комментарий, либо... А я не делала так не делала, но можно так делать. Я делала просто-напросто. Если вы в папку еще раз вернетесь, то вы увидите рефлексию. Вот такие бумажки я давала им заполнять. Вот, и вот, кстати, они написали, что нравится, что не нравится. И вот, кстати, по поводу выбора ролей, знаний, вот именно они мне подсказали, что нужно распределить роли, кто за что отвечает, потому что они так воодушевлены были, что я делаю обычно вот, они клеят себе. Ну, кто был у нас уважаемый, клеят, там, Знаменский, вот и Знаменский, Томин и так далее, да, значит, записывают. А потом получилось, когда я первый раз делала, а потом получилось, ну и что я Знаменский, что тут Знаменский. То есть получилось, как бы провал получился в этом. Ну и вот пошло дальше таким вот образом. Ну вот, собственно говоря. По времени сколько? Это занимает не больше часа 20, то есть 40 плюс 40 с переменой. То есть вот у нас перемена идет 40 минут. Да. Ну как вот у нас? У меня 5 компьютеров, у меня 5 ноутбуков и 1 стационарный с выходом в интернет получается. То есть у меня получается, я могу 5 групп, еще один у меня есть в лаборантской, то есть я могу запросто делать 6 групп, даже могу делать 7, потому что 5 компьютеров и 2 стационарных, 1 в лаборантской. То есть вот, ну вот у меня было 6 групп, я говорю, что... Конечно, интернет у нас там тормозит, а сейчас, к сожалению, вообще что-то интернета нет. У нас отдельный интернет. Ну, понимаете, это уже другая проблема. Я показала, как можно реализовать внедрить интернет-технологии в урок. А то, что нет или... И я вам говорю, это апробировано. То есть... как бы наработано. Да, ну, кстати, это да, так я и делала. То есть вот у нас получается, например, кто-то очень долго, ну, вот компьютер очень долго грузит. Вот я вам загрузила папки, там все кейсы есть, содержимое есть. И видео я скачала с, господи, скажите, с ЦОРа. То есть
Они там все есть, можно посмотреть. То есть если есть проблемы с интернетом, но есть хотя бы стационарные, то можно сделать так, внедрить эти интернет-инструменты. Ну вот нам вот в двух случаях вообще повезло с интернетом, было нормально все. А вот последний раз мы работали с папками вот таким вот образом. То есть, плюс я еще вот у меня папки остались с прошлого года, то есть как бы я им еще на стол раздаю, потому что как бы очень тяжело смотреть на экране, а бумажный вариант легче смотреть, и они потом, например, двоим за монитором еще как-то куда ни шло, а всем впятером за монитором уже тесно, поэтому кто-то работает, если они, ну, у нас дети хорошие, такие. Да, не, у нас дети хорошие, несмотря на то, что я бесконечно, наверное, поэтому я бесконечно на них рычу и ругаюсь. Вот. А так у нас дети хорошие, очень настроенные на результат, на работоспособные в основном. И они как бы работают, стараются, хотят выполнить, хотят были вот в такой работе умение в содружестве работать очень четко проявляется. Например, вот некоторые прям написали: все хорошо, вот если бы в нашей группе не было вот такого бы человека. Он вот своим якорем испортил вот все настроение. То есть вот даже вот тут вот уже вот на психологически совместимом таком вот моменте уже видно, что вот кто-то выбивается из общего контекста, то есть вот он не может, вот, то есть вот хочет все по-своему сделать и не может дать возможность другим тоже проявить себя. Вот. Ну вот, коллеги, я вам рассказала. Вы себе можете брать, оно уже отработано, берите, пользуйтесь. Я думаю, что у вас не меньше материала наработано, это 100%, просто наверняка не хватает времени сесть и это все оформить. Вот. У меня, например, вот еще идея сразу возникла. Ну, у меня с парами сложно, да, по одному уроку, то есть сложно будет реализовать. Но вот здесь той же концепции по поводу неурочной деятельности, где-то можно взять как элемент на неделю. Да. А я и говорю, разбить, вообще будет великолепно. Задание получили, поработали, собрались там где-то на своем компьютере, а потом на каком-нибудь техническом вечере или там выставили. Да на том же уроке, они пришли с презентацией. Нет, если взять вообще между классами. Можно и между классами, да, это можно какое-то мероприятие. Я для себя примерила сразу, потому что на уроке мне это будет сложно делать, у меня нет ни компьютеров, ни толкового интернета. Я говорю, тут по-разному можно работать. Тут можно дать задание, раздать листы с заданиями, они распределятся, и какой-то результат уже конечный представят. Либо, как вот вы, между прочим, очень здоровская идея, на уровне всей параллели. Например, в параллели, допустим, 3 класса. И провести такую борьбу химических расследований. Мне сказали, если вам что-то надо, идите в компьютерный класс. Нет, ну, понимаете, мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о форме работы, а не о трудностях. Понимаете, я так хочу сказать, что когда человек хочет, он ищет возможности. А когда человек не хочет, он ищет проблемы. Ну или вот вариант вот этого перевернутый класс, перевернутое обучение. Тоже их можно так. Можно. Дайте им это, ознакомьтесь, да? Потом на уроке проработали все эти вопросы, а потом, как домашнее задание, сделайте какую-то презентацию. Вы как-то оцениваете работу детей? Ну, вообще, просят детей ответ? Победители или как? По рейтингу? Ну вот по жюри, как жюри оценивает? Как жюри оценивает. Жюри плюс я еще смотрю, как он работает вообще в принципе. То есть вообще нагрузка в таком уроке, нагрузка на учителя колоссальная. Потому что он должен к этому подойти, да, чтобы они еще не безобразничали, а работали. То есть это постоянно вот такая голова. Туда, туда, туда. Ну, поэтому мы и не проводим эти уроки каждый день. Извините. Это проводится, например, в рамках, там у нас есть неделя естественных наук, там, допустим, химия, биология. Вот, пожалуйста, игру в таких условиях. Или завершающий урок в четверти, допустим, можно проводить. А оценку обязательно ставить? Они же хотят.
Ну, Я пойду. нет, но вот, например, в основном, конечно же, это 4 и 5. В основном. Но 3 тут поставить просто нельзя, потому что у нас дурацкая система оценивания, честно говоря. Ой, слушайте, это все Нет, Не, ну а от 1 до 5 это нормально, нет? Один подобрал картинки, а как ты это все оценишь? Я извиняюсь. Значит, я как думаю, что просто, например, вот если, допустим, в таком уроке должно быть обязательно, что с урока должны уходить с положительным настроем с такого урока. Поэтому кроме 4 и 5 тут поставить ну никак нельзя. Можно высказать особое мнение, например, а вот эта презентация там, ну, конечно, покорила меня тем-то, тем-то, тем-то. А вот эти вот, ну вот я вот приму к сведению, но может быть как-то и может быть другое решение надо было, потому что там, например, с точки зрения химии это нереально. Там, например, вот так вот если. Ну, оценка должна быть обязательно положительно, удовлетворительной. Ну, 4-5. ну, конечно, у каждого ребенка свой уровень. Нет, просто понимаете, нет, у нас очень сложный предмет. И обычно вы прекрасно знаете, что это успеваемость реальная, это на самом деле. Они не всегда рады своим оценкам, которые они получают за самостоятельные контрольные. Это же так. И мы-то не всегда рады этим оценкам, потому что хочется-то лучше. Кажется, что все объяснил, всему научил, а голову забыл свою куда поставить. Вот. Поэтому на этих уроках, конечно, должно быть удовлетворение. Но я хочу сказать, что какие-то ляпы бывают во всей работе. Но мы простые люди, от этого никто не застрахован. Я так думаю, что мы просто можем принять к сведению. Что было, да. Извините. Спасибо, Галина Викторовна. Наша повестка получается исчерпана. Все вопросы мы рассмотрели. Следующая встреча у нас запланирована на февраль месяц, где-то, наверное, конец, после 20 февраля. Сегодня мы разбирали теоретические вопросы, а следующая встреча называться будет «Развитие потенциальной одаренности учащихся», полностью посвящена будет практике. Я призываю всех активно принять участие, что можно предлагать. Ваши программы развить кружков, элективов, факультативов, профильное, предпрофильное обучение, участие детей в конкурсах, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, все, что ваша богатая практика позволяет вам высказаться на широкую аудиторию, пожалуйста, заявляйте, пишите мне, Оксане Валерьевне, на портале «Открытое образование», там есть наши контакты, телефоны, почты, вам предоставляется возможность выступить на республиканском уровне, поделиться своим опытом работы. Все сидящие здесь, все смотрящие там, включаемся и активно работаем. Все, спасибо. Мы завершаем, да? Этот ноутбук меня не слушает. Что-то очень. Сколько надо выписать? Давайте Станислав, да? У тебя есть план календарный план мероприятий. Работаешь. Да, там те пункты приблизительно. Да, ты указываешь.
живем по этому плану. Ну, бывает. Я вот что, главное и красиво, счастливым будущим. Химического. Я всегда да, все очень ну вот как? Я вам скину его, если пожалуйста, да. Осчастливить химическую жизнь. Просто период жизни был когда Ничего не было. Нет, не просто родители приносили. Я ходила, я просто родители приносили, я понимаю. Мне сказали, есть, нет. По крайней мере, где-то что-то как я же представляю. Я очень там же что-то еще больше делать. Да, а мы не взяли главное. У нас не взяли тоже. Просто там же два я где-то заканчиваю существование. У меня они уже 64-го года еще самое основание школы. Чистые реактивные, я два всего, и все. Что-то они не израсходовали, а у нас идет подвал. В подвале там лежат. Те, ну, что мы не имеем права больше Пожалуйста, на вас нет. вещи, или же специальные подвальные помещения, там стоят сейфы, там хранятся реактивы, которые не имеем права, ну и использовать тоже не имеем права. Нам что-то где-то ставить. Да, я про это говорю так. Вот это вещества в жизни, и меня убивает красота, который я бывает, который я не знаю, как вы помните, но я должна как-то чем-то меньше, потому что еще раз практически. И мне не волнует, там, ЕГЭ в 11 классе, не уроки, там, сейчас я раскружу в 7-м, я о нем думаю целую неделю.
Чем я их буду привлекать? Потому что нет ничего. Я не могу решить, Если вы не видите, я понимаю, а на конференции требуется очень. Это хотите его наезжать? Хотите. Принесите картошку, принесли картошку, радость не страдала. Такая чехла, что я посмотрела, что начинается трудная химическая реакция. У нас есть везде, просто очень много клиентов встречается как раз именно с картошкой. Восторг. У меня дети, у меня дети. У меня дети нафотографировали.